Как часто в Кыргызской республике находят древние монеты? Постоянно. Дело в том, что Кыргызстан – это активный такой перекресток на Великом Шелковом пути. Здесь пересекались линии и с запада, и с востока, а торговля не обходится без монет. Поэтому и купцы, и торговцы имели с собой свои монеты. И еще до введения денежного обращения на территории Кыргызстана уже сюда попадали монеты по Великому Шелковому пути, и парфянские, и китайские, и кушанские. Так что здесь находят монеты любых эпох. В каких местах находили монеты? Ну, шелковый путь проходил на юге. Там ранняя ветка проходила, вот там больше всего находят китайских монет ушу, это 2-6 век до нашей, 2 век до нашей эры, 6 век нашей эры. А вот здесь северная ветка была освоена позднее, она проходила вдоль Иссык-Куля по всей Чуйской долине. Вот здесь монеты уже более поздние, то есть это, опять же, китайские монеты, монеты сасанидского государства, ну и потом Византия и тюркские монеты. Как находились монеты? Археологами или местными жителями? Тут разные. В основном, конечно, археологический фонд, то, что ведут раскопки, собирается, ну и случайные находки от местного населения. Какая монета в вашей коллекции самая интересная? Вот очень такой интересный вопрос. Дело в том, что у меня издано уже 12 книг, из них 10 по нумизматике. Все монеты, они очень интересные. И сказать, какая-то любимая, тут сложно, потому что за каждой монетой своя история. Это и древняя история. И вот сейчас меня там интересует, например, монету уйгурского каганата, которая находят здесь, хотя уйгурский каганат – столица далеко на востоке. Можно ли самим заниматься поисками монет? Если да, как лучше это сделать? Вот сейчас на обсуждении закон об охране памятников истории и культуры, который будет строго-настрого запрещать использование металлодетекторов для поиска монет. Вообще на Западе немножко система другая, там не запретительная, там существуют клубы коллекционеров или, так сказать, будем называть любителей археологии, которые тесно сотрудничают с учеными. И вот этот симбиоз любительский и профессиональный дает очень хорошие результаты. Что вы посоветуете для развития археологии и коллекционирования? Ну, наш край очень богат на археологические памятники, и, как всегда, то, что очень много, ничего не ценится. Еще Бернштам, описывая наши районы, писал, что у нас здесь 18 крупных городищ и около 50 мелких. Но мелкие – это поселения, только в Чуйской долине. Представляете? А сейчас уже от них осталось вот 3-4, которые осталось. Остальные все уничтожены и распаханы. Вот. И точно так же по республике. Вот с приватизацией земель многие городища попали в частную собственность. Но, естественно, никто там не занимается археологическими исследованиями, просто распахивают. Точно так же распахали многие курганы скифские и на территории Чуйской долины, и за пределами.